Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 8 октября 2020 года. Посмотрим, какой день нас сегодня ждет. Карта дня. Тройка мечей. Серьезно. Что будет помогать? Пятерка кубков. Что будет мешать? Четверка пентаклей. Подсказывать будем из цыганской колоды. Итак, у нас тройка мечей. Кстати, вот туз трефовый выпал еще вдобавок, да? Давайте мы его туда и положим. А тройка мечей выпадает как карта дня. Это значит, что у нас будет очень много дел, суеты, нужно будет решать сразу одновременно какие-то неотложные дела, вопросы. Скорее всего, будут ситуации, когда нам трудно сосредоточиться, и мы распыляемся, или нужно сразу много документов заполнить, заверить, оплатить и так далее. То есть карта, когда мы должны распорядиться своим днем так, чтобы нам на все хватило времени. Конечно, лучше, чтобы был список, чтобы мы действовали согласно тому, что мы наметили, и тогда будет хорошо. Вообще, это карта порядка, когда нужно наводить порядок во всем, в отношениях, в мыслях, в бумагах, в распорядке дня. Также карта говорит о том, что мы, скорее всего, здесь думаем постоянно за других людей. Да, и решаем что-то, может быть, в своей голове, вместо того, чтобы спросить напрямую, договориться, да, и вот здесь могут быть из-за этого проблемы. Также эта карта дохода от интеллектуальной деятельности, очень хорошая, да, если вы заняты как раз вот доходом, если вы заняты работой интеллектуальной, то, конечно же, ждите сегодня денежек. Может быть, это будут новые заказы, могут быть новые какие-то проекты, может быть, такие, которые вы уже делали раньше, да, в которых у вас есть опыт. И также здесь могут быть какие-то... В общем, нужно будет заполнять какие-то бумаги, брать на себя какие-то обязательства, да, или вот, допустим, вы беретесь выполнить какой-то проект к сроку определенному, да, жесткие сроки, которые нужно выполнять. Так, что еще можно по тройке мечей сказать? Здесь могут быть сложности с руководством. Допустим, есть коллектив, да, который, ну, может быть, отстает по срокам, да, или какие-то ошибки делает, и вот начальство, допустим, вызывает, да, и разговор неприятный на эту тему может быть. А также здесь могут быть ситуации, когда нам, допустим, хочется... может быть, ну, в командировку поехать, да, или быть более свободными в своих действиях, а нам запрещают. То есть у нас есть инструкции, которые мы должны выполнять, или мы можем работать где-то за закрытыми дверями, да, и никак не можем выйти, или может быть еще что-то такое не очень приятное, но делать надо. Потому что нужен результат, потому что мы дали слово и так далее. То есть вот сегодняшний день очень как бы сильно влияет на нашу репутацию, либо в хорошую сторону, либо в плохую, как уже мы здесь постараемся. Что еще важно? Цели, да, сегодня важно ставить цели и вот добиваться их, идти в этом направлении, не отвлекаться ни на что другое. Может быть, сегодня какие-то советы вам будут давать, которые совершенно в разные стороны, да, направлены. То есть один человек будет говорить, что так правильно, другой так, а вы будете думать вообще по-другому. И вот самое важное здесь прислушиваться к себе. И, знаете, не так, как вот мы хотим для какого-то своего удовольствия, а так, как нам будет полезно в будущем. То есть эта карта все-таки с временем связана, и вот именно нужно подумать о будущем. То, что мы сегодня делаем, оно полезно будет для нас завтра, послезавтра, там, через месяц, через год и так далее. Будет помогать пятерка кубков. Пятерка кубков – это карта, знаете, такого взвешивания своих чувств, да. То есть есть такие чувства, которые вытягивают из нас энергию, силы. И вот сегодня нам нежелательно это позволять. То есть вот лучше все-таки на разум опираться, чем на чувства сегодня, да. Чувства нужны, но все равно их нужно проверять разумом. Вообще у нас пятерка кубков, она астрологически связана с Марсом в Скорпионе. То есть
Марс это всегда либо какие-то обиды, либо нападения, либо защита, да, и все, что связано с прошлым. То есть кто-то мог нас обидеть, и мы вот из-за этого переживаем. Это может влиять на наш сегодняшний день, выбивать нас из колеи, да, или может быть здесь действительно ситуации, когда вмешивается кто-то третий в наши отношения или в нашу дружбу, да, вот как-то здесь может быть ну, неприятные ситуации. И карта говорит о том, что сегодня нужно принять решение какое-то разумное, чтобы подумать о своем будущем, не вредить себе, своему здоровью, да, то есть карта говорит о том, что нужно что-то важное сегодня понять, для того, чтобы не находиться вот в этом состоянии нерешительности, не распылять свои силы, энергию и так далее. Что будет мешать четверка пентаклей, то есть застревание какое-то в определенном состоянии, да, или торможение какое-то, или желание отдохнуть, или желание просто заработать, да, а сегодня нужно работать на свое доброе имя, на репутацию и стараться избавиться от негатива. И в подтверждение у нас к основной карте идет еще туз трефовый, а это как раз карта, когда мы берем на себя какие-то обязательства, когда мы входим в какой-то период надолго, да, и вот, допустим, одно и то же мы можем повторять потом несколько раз. Вот не зря у нас здесь тройка мечей, да, то есть то, что мы сегодня начинаем, это будет долгое время повторяться. Какое повторяющееся действие, повторяющаяся ситуация. Поэтому вот обязательно сегодня нужно правильный выбор сделать, чтобы потом не повторялось плохое. Отношения для тех, кто в поиске. Восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что сегодня вы можете встретить человека, который вот действительно идеальный, может быть, он прям по вашей мечте, но вы поймете, что вы сами как будто бы не дотягиваете, может быть, вы стесняетесь этого человека, да, или, может быть, вы чувствуете, что не соответствуете как-то вот по социальному уровню, или еще что-то такое. Даже если встреча произойдет, вы как-то можете чувствовать себя не в своей тарелке, но карта рекомендует не отказываться, просто поработать над собой и все. То есть не нужно здесь отказываться от этих отношений, потому что человек действительно очень вам подходящий, просто он как бы такой маячок, в каком направлении вам нужно расти, двигаться, для того, чтобы вы были вместе. Карта для тех, кто в паре, шестерка бубновая. Замечательная карта, чтобы любые проблемы решить. Это может быть какая-то непредвиденная ситуация, которая позволит вам разрешить какой-то конфликт, непонятные какие-то отношения сделать понятными, да, порядок какой-то навести в своих мыслях, в чувствах и понять своего партнера. И также здесь может быть какая-то новая у вас встреча, вот, допустим, вы есть в паре, да, ну, вы сейчас в паре, и может быть встреча, видите, тройка мечей, да, либо у вас, либо у вашего партнера, то есть будет такой соблазн какой-то, да, и очень важно здесь вам свои отношения не разрушать, а улучшать, укреплять, понимать своего партнера, не устраивать там сцен, споров, скандалов и так далее, для того, чтобы вот эта вот как бы третья сторона не могла вмешаться в отношения. Но в любом случае вам здесь все будет помогать в том, чтобы это не произошло, потому что вот здесь удача именно для вот сохранения ваших отношений. Ну и, конечно же, вот темы порядка могут сегодня возникать, если это не тема вот третьих каких-то лиц в отношениях, да, это может быть, кстати, не обязательно там какой-то соперник, да, это может быть вмешательство родителей, друзей и так далее, то есть никому не позволять вмешиваться. Вот, также здесь может быть темы порядка поднимаются, ну, допустим, там партнер что-то разбрасывает, да, не убирает за собой или не выполняет взятые на себя обязательства какие-то, допустим, на вас какую-то часть перекладывает, или просто не успевает что-то делать. Вот вы можете об этом говорить сегодня. И для тех, кто в ссоре, шестерка трефовая. Ну, карта говорит о том, что могут быть, вот если вы сегодня начнете общаться, скорее всего, тут могут быть и слезы, и печаль, и, в общем, не очень тут легко ваши отношения пройдут. Может быть, сегодня не стоит даже общаться, потому что
Лучше займитесь сегодня, может быть, своими какими-то делами, тем более вот карта рекомендует именно разумно как-то подходить, обдумать все, да, не старайтесь сегодня помириться, потому что может быть обратный эффект. Для работы, те, кто в поиске работы, валет трефовый, вы можете найти сегодня работу, где очень много обязанностей, вы будете тратить очень много сил, и, скорее всего, может быть какая-то ситуация, вот именно при приеме на работу, да, что вас может как-то удивить, что ли. Знаете, как будто бы это совсем не то, на что вы рассчитывали, и совсем не то, чего вы ожидали. Это раз. А с другой стороны, если вы еще только начали искать работу, то эта карта показывает, что вам придется еще побегать, да, чем больше вы активности вложите в эту тему, тем быстрее найдете работу. А для тех, кто уже работает, девятка бубновая. Ну, карта говорит о том, что сегодня заканчивается какой-то важный период. Может быть, проект заканчивается, может быть, срок там, службы в определенном месте, да, может быть, вас повышают. В общем, какие-то перемены у вас здесь явно будут. И сегодня также предупреждают карты о каком-то деструктивном таком поведении. Либо вы сами можете как-то неожиданно отреагировать, как-то, может быть, критично как-то к чему-то отнестись, или там возмутиться, да, что плохо может повлиять. Вот сегодня ни в коем случае нельзя вести себя вот как-то, ну, в общем, нельзя разрушать отношения, скажем так, потому что это может потом вызвать серьезные перемены в вашей деятельности, да, отрицательные. Вот, поэтому вообще вот эта карта, если с хорошей стороны, да, вот здесь у нас тройка мечей, возможно, это будет какой-то результат вашей деятельности, результат ваших стараний и окончание какого-то цикла. Вот вы прям чувствуете, что вы добились того, чего хотели, и, может быть, следом будет повышение или новое какое-то дополнительное образование, или какой-то новый проект, что-то здесь меняется. Меняетесь вы сами. Для тех, кто своим делом зарабатывает, туз пиковый. Карта говорит о том, что сегодня, скорее всего, будет очень много эмоций. Вот именно в работе, рекомендация эмоции не проявлять, да, то есть все разумом проверять. Также карта может говорить о том, что может быть много каких-то незнакомых ситуаций, в которых вы прежде не бывали, или незнакомых людей, с которыми вы вот сегодня будете общаться, которые будут влиять на ваши дела. Что еще здесь важно? Может быть репутация. Опять вопросы репутации возникают. Если сегодня вот прям почувствуете желание там конфликтовать или, ну, в общем, что-то такое сделать, что вам впоследствии может помешать, остановите себя. По финансам, те, кто на зарплате, карта говорит о том, что вы сегодня можете либо проиграть, либо выиграть, да, то есть все зависит от вас и от того, как вы будете себя вести, позиционировать, да, какие будете решения принимать. Вообще вот это в положительном ключе эта карта дает какие-то неожиданные деньги, да, неожиданный выигрыш какой-то. Или, допустим, неожиданный поворот вот именно в вашей финансовой теме. Но может быть и потеря какая-то, поэтому будьте осторожны, все зависит здесь от вас. Особенно, знаете, если вот какой-то конфликт, да, можете вообще лишиться работы и денег, будьте осторожны. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка червовая, у вас здесь какие-то новые перспективы открываются в финансах. Какие-то ваши прошлые цели, планы, надежды, они начинают осуществляться, или то, о чем вы раньше мечтали, да, может вдруг начать развиваться вот в эту сторону ваше дело, или, может быть, новые люди какие-то появляются. Ваша репутация начинает на вас работать именно в финансовом плане. Так, что тут еще может быть?
Ну, просто вот поворот такой новый в финансах, новая, может быть, тема какая-то финансовая, или если у вас были большие проблемы, да, то вот тут тема исцеления финансов, улучшения. По здоровью. Так, по здоровью у нас выпадает, это же у нас карта к дополнению. По здоровью у нас король червовый. Карта говорит о том, что сегодня все будет стабильно. Очень важно заботиться о теле, знаете, какие-то вот внешние такие средства. Ну, скажем так, важно то, что вы делаете со своим телом, чем вы его кормите, во что одеваете, как относитесь к своему телу и так далее. Вот знаете, вот что-то такое, там какой-то массаж, ванну, на солнышке побыть, там что-то такое, полезную пищу какую-то скушать и так далее. То есть это очень важно. Плюс еще очень важное значение имеет отношения, взаимоотношения в семье между близкими людьми очень сильно влияют на здоровье. И итог дня, десятка червовая, замечательная карта, которая говорит о поддержке, о том, что вы можете почувствовать вот либо дружескую поддержку, либо партнер вас поддержит, либо вот вы сможете, знаете, вот очень стабильно, уверенно себя почувствовать в конце дня. Несмотря на то, что здесь вот у нас целый день какие-то перемены, и нужно следить за мыслями, и нужно все выравнивать, да, и вот какое-то напряжение такое, мы в конце дня можем расслабиться. Вот, и даже желательно сегодня устроить какой-то приятный вечер. Ну, допустим, сходить в кафе или пригласить кого-то домой, друга, как-то, может быть, с семьей хорошо посидеть, расслабиться, поговорить. Это вот очень важно сегодня, потому что день напряженный. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.